Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу и коротко о главных темах. Президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поддержал Якутию в вопросе субсидированных авиабилетов через столицу. Административная комиссия Ленска борется с предпринимателями, которые не вывозят снег с территории своих торговых объектов. Якутский проект «Покорители холода» попал в 5 лучших по версии национальной премии «Серебряный лучник-2021». Международный коллектив ученых из Италии, Великобритании и России исследовали наличие и длительность симптомов COVID-19 у детей. Наибольшее количество тяжелых случаев приходится на младенцев до года, сообщают специалисты. Они собрали сведения о 129 зараженных младше 18 лет. Спустя 4 месяца с начала инфицирования 42% детей выздоровели полностью. Чуть больше трети пожаловались на 1 или 2 признака болезней, а примерно у четверти было больше 3 симптомов. Наиболее часто переболевшие страдали от бессонницы, боли и стеснения в груди, заложенности носа, усталости и боли в мышцах и суставах. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла среди школьников в Якутии. Об этом передает Управление Роспотребнадзора. На уровне эпидемического порога находится заболеваемость среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет. Так, на прошлой неделе было зарегистрировано более 7,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Из числа заболевших 78% приходится на детей. Показатели находятся ниже уровня эпидемического порога на 6,4%. В такси предложили размещать QR-коды с информацией о водителе. Также в новом законе о таксомоторных перевозках предусматривается дополнительное требование, повышающее безопасность пассажиров. Согласно документу, внутри салона каждого автомобиля такси должна быть размещена на видном месте доступная пассажиру информация о перевозчике и сроки действия его разрешения на работу, а также фамилия, имя и отчество водителя. Также пассажиру будет доступен номер телефона для подачи жалоб и предложений организатору перевозки. В городе Алекминске запустили новую водоочистную станцию. Отныне чистой питьевой водой будут охвачены более 2/3 жителей города, это 7,5 тысяч человек. Прежняя водозаборная станция была построена еще в 1984 году и находилась в аварийном состоянии. На деньги, выделенные из федерального бюджета по национальному проекту, в объекте произвели капитальный ремонт, построили 3 новые цистерны и установили современное водоочистное оборудование. Во время запуска объекта водоснабжения по видеосвязи глава республики Айсан Николаев сказал, что обеспечение чистой питьевой водой населения не должно ограничиваться несколькими населенными пунктами. Так, к 2024 году чистой питьевой водой должны быть охвачены 78% жителей республики. Сейчас этот показатель составляет около 50%. Алекминск – это тот город, который участвует и будет вводить второй этап. Здесь мы благодарим тех подрядчиков, которые работали при реконструкции данной станции, наше государственное унитарное предприятие ЖКХ республики. И сегодня, в этом году, мы можем сказать, что 1 марта будем после реконструкции в рамках благополучия населения Вилюйской группы улусов, это уже региональная программа, будем открывать станцию в селе Верхневилюйск. И далее по чистой воде, по федеральной программе, также смело ожидаем открытия водоочистной станции в городе Покровске. Власти предпринимают меры по обеспечению Якутска субсидированными рейсами. Вопрос о восстановлении прав на них жителей столицы в центральные города России по маршруту Якутск-Москва и Якутск-Санкт-Петербург на контроле правительства страны и республики. В ходе прямого эфира глава Якутии Айсан Николаев отметил, что это должно произойти уже в марте месяце. Вопрос поднят на уровне руководства правительства страны, и постпредпрезидента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев полностью поддерживает Якутию в этом вопросе. С начала недели в группе мессенджера WhatsApp жители Ленска дискутировали по поводу очистки города от снежных завалов. Коммунальные службы очищают дороги до асфальта, снег вывозят. Наш корреспондент сообщает, что владельцы торговых точек халатно относятся к уборке своих территорий. Очищая снег, складируют его вдоль дороги, что мешает при движении автомобиля.
Административная комиссия регулярно проводит рейдовые мероприятия по торговым объектам, благодаря которым ситуация постепенно улучшается. В ходе рейдов, мы, в частности, 19 числа проводили рейд совместно, со специалистом торговли муниципального образования город Ленск, где провели по Пролетарской и Дзержинского мероприятия, так с вручением предписаний. Предписание было указано об уборке снега до 28 февраля. После 28 февраля мы проводим контрольный рейд. Кроме того, сейчас мы обратим внимание, что также убирается снег из крыш, который также, в общем-то, образовывается в куче. В этом плане находится, вопрос на контроле как у главы города, так и в административной комиссии. Движение ограничат по окружному шоссе в Якутске. Администрация города сообщает, что это произойдет в связи с проведением работ по укладке футляров и устройства инженерных сооружений. Ограничение коснется окружного шоссе на участке от улицы Жарницкого до Вилюйского тракта, начиная с сегодняшнего дня. Автобусный маршрут номер 6 будет осуществлять движение согласно разработанной схеме объезда. Общественный транспорт будет двигаться по маршруту Жарницкого, Хатынь-Юрякское шоссе, Вилюйский тракт, круговая развязка Вилюйский тракт, Сергелякское шоссе, Первая Борисовка. Мобильные телесистемы развернули на российской антарктической станции «Прогресс» сеть NB-IOT для передачи данных комплекса устройства Антарктического и Арктического научно-исследовательского института. Интернет вещей, а именно трекеры, мультисенсоры и датчики, позволят исследовать движение ледников и снежного покрова, контролировать целостность снеговых взлетно-посадочных полос и микроклимат в жилых и рабочих помещениях, а также оценивать сдвиги поверхности. Это помогает контролировать появление в нижних слоях ледяной плиты, подтаиваний и водяных линз. Контроль климата в жилых помещениях станции осуществляется на основе датчика, разработанного специалистами МТС. Он определяет, насколько микроклимат в помещении комфортен для человека, рассчитывает интегральный показатель качества воздуха на основе данных о температуре, давлении, относительной влажности, наличии взвесей и вредных для здоровья примесей. Он освоил все станки в цехе, а его бригада справится с самыми сложными задачами. Александр Куличков из Айхала почти четверть века работает монтажником. На счету десятки строек. Наша коллега Оксана Мезенцева встретилась с ветераном Алроса. Так, вот это сложный узел, поэтому необходимо особенно тщательно контролировать качество сварки. Каждый рабочий чертеж монтажник Александр Куличков изучает внимательно. Чтобы приступить к резке крупных деталей, нужно знать все тонкости. На предприятии собирают высоковольтные мачты для накынской площадки. Бригаде Александра Куличкова нужно успеть в срок выполнить большой объем работ. На самом деле его бригада очень хорошая, дисциплинированная. Если возникают какие-то проблемные моменты в работе, то мы направляем его бригаду, зная, что работы будут выполнены качественно и в срок. В тресте «Алмазтехмонтаж» Александр Куличков работает 24 года. Профессию освоил на курсах монтажников. Пришел на предприятие совсем молодым. За годы работы вырос до монтажника 6-го разряда. Профессия очень нравится, интересная. Я не жалею, что выбрал эту профессию. Сегодня Александр Куличков может работать на любых станках в цехе. Быстро осваивает новое оборудование. В коллективе к совету опытного монтажника прислушиваются. Александр – это большой профессионал, который способен обучить и помочь молодым по работе. Это разносторонний, коммуникабельный человек. Сосчитать айхальские стройки, где участвовал, Александр не смог. Монтажник с коллегами строили хоккейный корт, бассейн, объекты рудника Айхал и другие промышленные здания. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». В рамках мероприятий, посвященных 78-й годовщине сражения якутских солдат на озере Ильмень, внучка якутского бойца спустя годы поисков впервые посетила братское захоронение, где покоится ее дед, красноармеец Никифор Петрович Дьяконов. Он родился в 1907 году в Мегино-Кангаладском районе. В 1941-м был призван на фронт, служил в 399-м стрелковом полку в новгородском направлении. В 1942-м он погиб, и лишь спустя 79 лет родственники смогли найти его могилу. Похоронен в братской могиле мой дед, по матери родной дед, Дьяконов Никифор Петрович. Он был призван в 1941-м, в июле 29-го, и погиб за взятие деревни Приютино 13 марта 1942 года.
Я воочию сама прямо сегодня нашла его имя вот на плите. И, конечно, возложила цветы, датушки. Наши земляки также почтили память воинов-якутян 3-й, 19-й и 40-й отдельных лыжных бригад 12-го гвардейского полка. Молодыми и отважными они погибли в феврале 1943 года на озере Ильмень во время марш-броска в ходе наступательной операции. В память о подвиге якутских лыжников на берегу священного Ильменя высится гранитный обелиск в виде якутской урасы. Здесь прошел и торжественно-траурный митинг. В этот день делегация также посетила и другие места боевой славы. Якутский проект «Покорители холода» попал в 5 лучших по версии Национальной премии развития общественных связей «Серебряный лучник-2021». Эта престижная награда в области пиар и продвижения вручается уже 24 года. Чем удивил жюри проект «Покорители холода» и какие новшества придумали создатели этого экстремального путешествия, узнаем из материала нашего СОБКОРа в Москве Максима Кардозу. Год назад за приключениями блогеров и журналистов, которые искали самые низкие температуры, следила не только вся Якутия. К этому аттракциону присоединилась и Россия. Проект «Покорители холода» быстро вышел на федеральный уровень и привлек внимание тысяч людей. Это один из немногих продуктов вообще в мире, среди, вот если мы возьмем все глобально туристические продукты, которые объединяют в себе туристическую составляющую и научную экспедицию. В реальности таких продуктов очень мало вообще в мировой повестке. Такое уникальное сочетание заметили и профессионалы из сферы продвижения. Проект «Покорители холода» сначала получил гран-при региональной премии «Серебряный лучник Дальний Восток», а потом и вошел в шорт-лист общероссийской 24-й национальной премии в области развития общественных связей. По итогам финальных презентаций якутяне попали в 5 лучших в номинации «Развитие и продвижение территорий». И это тоже настоящий успех. Сейчас авторы проекта готовятся к новому сезону. Мы подготовили метеооборудование портативное, уже приготовили его, сделали на заводе, нам по спецзаказу приготовили. Да? Мы нашли новых партнеров. Мы получили около 30 заявок из-за рубежа и из России на участие уже в этой экспедиции. Из-за пандемии в этом году пригласить гостей ощутить все прелести минусовых температур не получилось, но авторы проекта планируют запустить 2-й сезон «Покорителей холода» следующей зимой. И отбор потенциальных участников уже начался. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Фотограф из Якутии Виктор Сафран сделал снимки для журнала Vogue Russia. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Фотограф рассказал, что месяц назад ему поступило предложение о сотрудничестве, он сразу дал согласие, в результате чего сделанные им снимки попали в мартовский номер российской версии журнала. Якутский фотограф снимал модель Кристину Кирия. К этой минуте у нас все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Также смотрите больше актуальной информации на наших сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Всего доброго и до свидания.